Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АллатО-24, программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Министерство внутренних дел выявило и расследует преступления по организации финансовых пирамид в Иссык-Кульской и Таласской областях. Проводятся оперативно-следственные действия по выявлению финансовых пирамид в существующих городах Бишкек и Ош, Ошской и Джалабадской областях. Чтобы не стать жертвой финансовых пирамид, необходимо знать их основные характерные признаки. Предупрежден, значит вооружен. Сегодня у нас в гостях следователь следственной службы МВД, майор милиции Айбек Чинарбекович Джитегенов. Здравствуйте. Приветствую вас в студии АллатО-24 в программе «Еще не вечер». Сегодня мы говорим о таком важном деле, как не стать жертвой финансовых пирамид. И очень интересно, что именно в последнее время Министерство внутренних дел выявило их мошеннические действия. До этого времени такой информации не было, хотя финансовые пирамиды свою деятельность продолжают на протяжении всего времени, и то их деятельность затухает и становится в тени, то наоборот мы слышим громкие названия компаний и огромное количество вовлеченных людей, которые потом становятся обманутыми вкладчиками. Скажите, пожалуйста, какую работу вы проводили по выявлению именно преступной деятельности финансовых пирамид? Как вам стало известно об этом? Здравствуйте еще раз. Министерство внутренних дел уже на протяжении многого времени занимается выявлением и пресечением распространения финансовых пирамид. Начнем с того, что финансовые пирамиды – это инвестиционные системы, при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Во многих странах, в том числе и в Кыргызстане, создание финансовых пирамид уголовно наказуемо. МВД всегда боролось с этим, с финансовой пирамидой. В настоящее время Министерством внутренних дел Кыргызской Республики за 6 месяцев 2021 года выявлено и расследуется преступлений по организации финансовых пирамид 906 фактов выявлено и расследуется. Это 906 это количество обратившихся, или это 906 финансовых пирамид ведут деятельность на территории нашей республики? Обратившихся. Да, общее количество обратившихся, пострадавших. Из них это по городу Ош 16 фактов, Иссык-Кульской области 886, Баткенской области 1 и в Таласской области 3 факта. Из них направлено в суд 875 дел для рассмотрения судебного. Скажите, пожалуйста, каким образом вы выявили их? По заявлению самих вкладчиков? В основном сами вкладчики, которые уже понимают, что их обманули, что они стали жертвами финансовой пирамиды или мошеннических действий, обращаются в правоохранительные органы, и после этого начинается досудебная проверка. Скажите, пожалуйста, а сложно ли найти хозяев самих финансовых пирамид для того, чтобы привлечь их к ответственности? Вот вы говорите, что уголовные дела заведены, дела переданы в суд, но самих фигурантов этих финансовых пирамид вы видели в лицо и смогли найти? Да, по Иссык-Кульской области уже дела направлены в суд. Организаторы финансовых пирамид уже задержаны. По Таласской области организаторы тоже задержаны. В настоящее время ведется досудебная проверка, и по окончании которой дело будет направлено в суд. Есть надежда, что те деньги, которые добровольно граждане отдали, финансовые пирамиды, но в то же время не получили сейчас никакого дохода, но они хотят вернуть хотя бы вложенные деньги? Есть надежда, что они вернут? Как говорится, надежда умирает последней, но в основном мошенники или организаторы финансовых пирамид зачастую не возвращают денежные средства, полученные преступным путем. Через суд, наверное, все-таки можно этого добиться путем продажи, может быть, их имущества или так далее. Если на преступников зарегистрировано движимое или недвижимое имущество, там земельные участки, дома, то
то в ходе следствия мы налагаем арест на эти имущества, и которые уже в последующем судебном порядке разрешаются там, в доход государства или в доход потерпевшей стороне, они возвращаются. Интересно, когда вы говорили о статистике, вы сказали, что больше всего случаев в Иссык-Кульской области и в других областях страны. То есть сейчас мошенники финансовых пирамид активно начали действовать именно в регионах. Скажите, пожалуйста, кто становится основными жертвами? Основными жертвами финансовых пирамид, как правило, это пенсионеры, которые всю жизнь копят свои деньги. Это не, так сказать, люди не богатые, которые вот хотят быстро и сразу разбогатеть. Ну, что вложил деньги месяц, полтора максимум, и обратно возвращаешь деньги еще и с процентами в двухкратном, трехкратном размере получаешь. Ну, как такого не бывает, вы можете стать жертвой. Чтобы не стать жертвой, нам, конечно, нужно знать, каковы основные признаки финансовых пирамид. Основные признаки — это вам обещают быстро и безболезненно, как говорится, да, возвратить деньги с процентами. Вот, сразу основные признаки — это много людей, которые вкладчики, собирают деньги, организатор получает деньги. Когда уже максимально сумма получается, они уже скрываются. Получается, что вот, например, когда мы берем кредиты в банке, да, или делаем вклад наоборот в банк, там довольно-таки низкие проценты. А здесь они обещают почти 100% прибыль, да? Если я вкладываю $100, то я получаю 200, причем без каких-либо усилий и очень за короткий срок. Вот это главный признак того, что должно насторожить людей. Да, это в первую очередь, да. И многие же несут им все практически сбережения, которые они собрали за всю свою жизнь, а потом остаются ни с чем, но уже ничего не поделаешь. И прежде чем нести и отдавать кому-то свои деньги и желать разбогатеть, нужно все-таки подумать, да, вот скажите, пожалуйста, сейчас, возможно, нас смотрят люди, которые еще не обратились в следственные органы. Куда им необходимо прийти и что сделать? Если вы уже стали или жертвой финансовых пирамид, или подозреваете, что кто-то собирается вас обмануть, вам необходимо обратиться в органы милиции по месту совершения преступления. С заявлением обращайтесь, там начинают досудебную проверку, и в ходе которой уже выясняют все обстоятельства дела. Если там есть состав преступления, расследуют и привлекают преступников к уголовной ответственности. Например, в настоящее время общий ущерб, причиненный гражданам, составляет более 30 миллионов сомов. Общий ущерб, причиненный населению Кыргызской республики. В связи с чем это очень распространенный вид преступлений, и необходимо от этого отказаться гражданам. Не бывает быстрой наживы. Но очень часто, да, какой-то знакомый, сосед, то есть человек, которого мы хорошо знаем, уже стал участником этой финансовой пирамиды, говорит: вот, пожалуйста, смотри, я буквально за короткий срок заработал вот такую сумму денег. И есть определенное доверие, да, к этому знакомому, и поэтому человек решается тоже вложить свои деньги, чтобы получить определенный доход. Вот какие существуют изощренные схемы привлечения все новых и новых людей, вот вовлечения их в финансовую пирамиду? Я по-обычному объясню. Это всего лишь маркетинговый ход, как реклама, да? Например, аферист или организатор финансовой пирамиды собирает 10 человек. Говорит им: вложите 10 тысяч сомов, через месяц получите 20.
люди отдают свои деньги, через месяц получают, как и в срок, и, как и говорилось, по 20 тысяч сомов. Уходят, рассказывают своим соседям, родственникам, близким, коллегам, что в течение месяца я вот вложила 10 тысяч сомов, например, да, получила 20 тысяч сомов. Их знакомые, коллеги, вот эти люди, которые тоже хотят быстренько заработать деньги, тоже приходят в эту пирамиду, финансовую пирамиду, вкладывают свои деньги. Возможно, они тоже получат, чтобы круг лиц, которые в последующем будут обмануты, был большим, и сумма, которая будет поступать в пирамиду, финансовую пирамиду, чтобы увеличилась, они тоже, возможно, получат, но в последующем, когда уже будет собрана максимальная сумма денежных средств, как правило, организатор финансовых пирамид или организатор исчезает, взяв с собой все вот эти деньги, вырученные преступным путем, и люди остаются без денег. Скажите, пожалуйста, ну вот прежде чем отдать свои деньги, можно ли вот от организатора финансовой пирамиды потребовать какие-то документы, на каких основаниях, законные, незаконные его деятельности на территории вот нашей республики? Да, можно потребовать, но если вы будете подкованным, грамотным человеком, юристом, вам, скорее всего, откажут, и они, по-моему, уже не будут связываться с вами. Вам скажут, может вы уйдете, мы дальше свою преступную деятельность продолжим. Ну, в общем-то, финансовые пирамиды существуют уже много лет, но тем не менее количество жертв становится меньше или не становится? Количество жертв, ну, вы же помните, вот в советское время вот эти вот ММА, да, по-моему? МММ. Там очень много было пострадавших. В настоящее время у нас за 2020-2021 год более 2500 человек почти пострадали от деятельности вот этих преступников, которые организовали финансовые пирамиды. Как вы слышали, общий ущерб тоже не маленький, более 30 миллионов сомов. Да. Причем есть компании, да, которые обещают людям не только, допустим, получить какие-то финансовые средства, но и предлагают покупку жилья в Петербурге, в Москве, или, например, машину какую-то, и человек, естественно, вкладывает не 1000 сомов, не 10 тысяч, а доллары, 600 и более, и надеется, что вот эти деньги превратятся у него, вот, например, в покупку такой крупной недвижимости или какой-то очень дорогой машины. То есть финансовые пирамиды, да, они тоже разные, и каждый действует на свой определенный круг. Одни рассчитаны на пенсионеров, как вы говорите, доверчивых простых граждан, а кто-то, в общем-то, на доверчивых людей, которые имеют определенный запас денежных средств и могут вложить уже и евро, и доллары. Да, бывают. Виды разные. Но все-таки, если обратиться в Министерство внутренних дел, то можно решить эту проблему, и мошенники будут привлечены к ответственности. Да. Есть определенные схемы и защита, и надежда, что преступная деятельность на территории нашей республики будет прекращена. Да. У вас сейчас есть возможность обратиться ко всем кыргызстанцам, которые смотрят нашу программу, и предупредить их о том, что нужно быть бдительными и как не стать жертвой финансовой пирамиды. Обращаюсь ко всем гражданам Кыргызской республики. Если вам предлагают высокий доход и легкие способы заработка, то нужно сразу отворачиваться и уходить, не слушая доводов. Мошенники обычно хорошие манипуляторы и умеют влиять психологически и эмоционально на человека. Вы должны понимать, что все это очередной развод. Такая деятельность преследуется законом. Согласно статье 214 «Организация финансовых пирамид» Уголовного кодекса Кыргызской республики. МВД Кыргызской республики обращается к гражданам с просьбой быть как можно бдительнее в подобных ситуациях. Помните, если вы или ваши близкие стали жертвами финансовой пирамиды, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, незамедлительно обратитесь в милицию. Уважаемые граждане, не станьте жертвой аферистов финансовых пирамид. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
не дайте себя обмануть мошенникам. Большое вам спасибо. Я думаю, что сегодня в нашем эфире мы подняли очень важную тему, которая позволит нашим кыргызстанцам не стать жертвой именно финансовых пирамид. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали со следователем Следственной службы МВД, майором милиции Айбеком Чынырбаевичем Джитыгеновым. Оставайтесь на Ало 24. Всего доброго.